Когда часы мне говорят, что свет потонет скоро в грозной тьме ночной, когда фиалки вянет нежный цвет и темный локон блещет сединой, когда листва несется вдоль дорог в полдневный зной хранившая стада, и нам кивает с погребальных дрог седых снопов густая борода, я думаю о красоте твоей, о том, что и придется цвести, как всем цветам лесов, лугов, полей, где новое готовится расти. Но если смерти серп неумолим, оставь потомков, чтобы спорить с ним. Тринадцать, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Шесть, 37, 38, 39, 40. Мы вянем быстро так же, как растем. Растем в потомках, в новом урожае. Избыток сил в наследнике твоем считай своим с годами остывая. Вот мудрости и красоты закон. А без него царили бы на свете безумие, старость до конца времен, и мир исчез бы в 6 десятилетий.
Ты будешь жить на свете 10 раз, десятикратно в детях повторенный, и вправе будешь в свой последний час торжествовать над смертью покоренной. Давным-давно жили муж и жена. И была у них дочь маленькая Алана. Жили они очень дружно, потому что любили друг друга. Но шло время. Маленькая Алана превратилась в прекрасную девушку. Но девушку не простую, а с мечтой, живущей в сердце. Однажды она встретила вот этого юношу, и они полюбили друг друга. Но была она засватана вот за этим парнем. И был он сказочно богат. В те давние времена кинжал мог служить защитой бедным влюбленным. Но и он не помог Алане. Отдали ее за богатого. И родила она 3 сыновей. Была ли она счастлива? Люди говорят, да. Ведь мечту свою она подарила сыновьям, и теперь зажила она уже в 3 сердцах.